Всем привет! Хотя с нынешним положением дел нужно начинать так. Всем привет! Еще одна напряженная неделя подходит к концу, а это значит, что пришло время подвести итог и посмотреть все самые интересные и забавные видеоролики с простора интернета. Это рубрика «В сети». Начнем! Так, давайте я без этой маски, пожалуйста. Вот армяне нормальную маску придумали. Новые маски. Не ходите, не ищите, там это дефицит. Вот маски какие надо. Армянский вариант, вот так. Вот так берете. Уже во всех уголках интернета говорят о коронавирусе, и мы не будем исключением, но рассмотрим это все с другой стороны. Знаете главные симптомы коронавируса? А я знаю, очень сильно хочется гречки и туалетной бумаги, иначе я не знаю, как объяснить этот ажиотаж. Вот такая очередь. Но кто-то в соцсетях пишет, что это искусственный ажиотаж. На самом деле так оно и есть. Вот только что был в магазине, друзья, там все есть. Так что не переживайте. Паника полнейшая была. Говорят, полки пустые. Фух. Полные, слава богу. Но чтобы быть всегда во всеоружие готовым к различным заболеваниям, нужно начать с самого малого – регулярного мытья рук. Наши врачи из РКБ показали, как правильно нужно мыть руки. Вот это вот контент полезный и интересный. А вы мне тут с гречкой и туалетной бумагой. Небезызвестные в интернет-кругах российские бабушки прогнали, да что там прогнали, сожгли этот коронавирус к чертям. Вот мы его сегодня разорвем, а вируса как не было, так и не будет. Во всяком случае, не просто во всем мире, а в нашей стране его нет. Мы сжигаем его, сжигаем этот коронавирус. Из-за пандемии большинство образовательных учреждений переходят на дистанционное обучение. Наша республика не исключение. Рустам Минниханов лично проверил, как готовить дистанционные уроки. Видим всех учеников, они вас тоже сейчас видят. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Но в мире есть очень изобретательные дети, и их дистанционное обучение выглядит примерно вот так. Ну, сразу видно, хорошая школа, умным вещам парня научили. Очень милое видео из Испании, когда все жители сидят дома на карантине. Как бы выглядела та же и самая ситуация, но уже в России. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте по-прежнему, и, судя по всему, еще ближайшие несколько недель, будет коронавирус. Друзья, не поддавайтесь панике, все будет хорошо. На втором месте российский предприниматель Ирик Минахмедов, ушедший из жизни 13 марта. И на третьем месте группа Little Big, которая уже точно не поедет на Евровидение. И напоследок вам веселое видео для поднятия настроения. Улыбайтесь и будьте в сети. Пока!